75 лет судоремонту в Якутии. Сегодня в Жатае прошли юбилейные мероприятия. Открыли памятную стену, книгу руководителей Жатайского судоремонтного завода. За все эти годы организацию не раз переименовывали, меняли. Она прошла кризис 90-х и разные трудности. Но сейчас завод вновь возрождается и впереди строит амбициозные планы. Сюжет Саргаланы Захаровой. История Жатайского завода начинается в далеком военном 43-м году. Годом ранее лед пошел раньше обычного на целых 10 дней. Флот не был готов к этому и огромными льдинами повредило или уничтожило большое количество судов, которое стояло у Якутска. Невредимой осталась только та часть, которая находилась в этом Жатайском затоне. Был знак. Приняли решение возводить завод именно на этом месте. Из обычной зимней стоянки судов через 10 лет после войны завод преобразовался в полноценное производство. Геннадий Перфилев впервые пришел на работу в 1957 году. Начинал ремесленником в деревоотделочном цехе. Тогда о железных станках только и мечтали. Работали на деревянном оборудовании. Но завод в то время уже хорошо работал. Устроили сюда, и ремонт шел. И судов ремонт, и двигатель там, ну все как положено. Затем был и старпомом, и капитаном на судах, и, наконец, начальником СЛИПа. В общей сложности Геннадий Васильевич посвятил Жатайскому заводу почти полвека. Сегодня он живет в Сочи, но такой знаменательный день пропустить не мог. К юбилею открыли монумент, книга руководителей. Каждое имя – отдельная история, новый этап развития завода. Мы осуществляем подготовку по борьбе за живучесть судов. Это начальная подготовка по безопасности, которая включает в себя, в первую очередь, привитие, навыков для лиц рядового состава, работы со шлюпками, с плотами. Центр учебной подготовки находится на самой базе. Открылась недавно. Готовит в нем моряков. Раньше, говорят, приходилось отправлять их во Владивосток. А это огромная статья расходов. Сейчас под рукой и симуляторы, и дистанционное управление судами. Образованию планируют уделить особое внимание. Нужны кадры не только на воде, но и в цехах. Мы защитили свою программу и даже нас включили в программу на защиту Сколково. Мы будем обучаться. По их программе они приедут преподаватели суда, мы со своей программой выйдем, и вот совместно производство и учебное заведение будем готовить своих специалистов. А здесь, в этом ремонтном цеху, производят от мельчайших до самых габаритных частей пароходов. Работа не для слабых, а для настоящих мужчин. И вот так, проходя мимо железных станков, никак не ожидаешь увидеть целое произведение искусства. Грубый металл в тонкие и нежные ветки и лепестки превращает Дмитрий Беспорточный. По специальности трубопроводчик, в свободное время мастер паковки металла. Работает на заводе всего 1 год. Оказался здесь по воле судьбы. 3 года назад приехал из Вологодской области работать на ГРЭС-2. Познакомился с девушкой. Так и остался в северном городке. Коллектив мне нравится, в принципе. Все ребята практически молодые. Кто постарше, есть чему поучиться. Для меня пароходство, тем более как-то... все новое, в общем. Гордость берет за свою работу, когда видишь корабли на реке, говорит Дмитрий. Сейчас завод производит ремонт и модернизацию судов, но в ближайшем будущем он станет полноценной судоверфью. Судоверфь, она будет строить новые суда, заберет модернизацию судов. Жатайская база также не откажется и от судоремонта. Мы будем выполнять все свои функции, работать. Деньги выделяются, правительство на нас внимание очень большое выделяет. Начнут работу по созданию судоверфи уже в следующем году. Преобразится СЛИП, цеха, а главное – возродится судостроение в Якутии. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Жатай.